Кишечник начинает отторгать то, что накоплено. Накоплено годами, месяцами. Так, мочевой пузырь начинает усиленно работать, а именно почка, потому что при приеме нанобальзама, если за 5 минут идет 5 литров крови фильтрация через почек, при приеме нанобальзама идет 7,5 литра крови. Усиливается, и еще скажу, почечная недостаточность устраняется при приеме нанобальзама. Каким образом? Нанобальзам проводит ощелачивание организма, при котором почечная структура, вообще почка стала как будто стеклышко. Оно полностью застеклилось, то есть дала проблему саливации. Когда сольная почка, она вспухает. И после этого почка начинает увядать. Первично сморщенная почка вегенсол, который начинает у нас что делать? Готовить на операцию, все такое-такое. Это ошибка. Ошибка, в первую очередь, консультанта врача, в вторую очередь, даже самого пациента. И вот эту почку надо поставить на место. Чем? Принятие нанобальзама от 1 месяца, 2 месяца может вернуть из первичного сморщенного состояния в нормальное состояние. То есть будущее, как говорится, трансплантация почек, необходимость отпадает. Вот это и есть профилактика, огромная профилактика трансплантации почек. Потому что сейчас почками торгуют, вы знаете, есть что черный рынок трансплантационный, и этому всему может быть причина первая. Почку надо спасать именно каким путем? Из кровеносной системы нанобальзам начинает растворять все солевые пластины, которые оседают в пирамидной части почек. Вот это все не гладят. И когда получается так, что трубка сюда не уседает, так скатает. А здесь идет постоянная фильтрация и очищение почки. Когда начало приема у почечных больных может быть такое: поднятием артериального давления. Значит, если почечная недостаточность. Я еще вам скажу, принятие нанобальзама при гемодиализе почек. Первая необходимость. Они считают, что гемодиализ это уже все. Организм БТ, надо на тот свет отправляться. Нет, уважаемые. Нанобальзам, гемодиализ восстанавливает утраченную функцию почек. Он же еще одну функцию делает, которую мы хотим отключить, медики. Мы хотим отключить и поставить на аппарат. Аппарат платный, зарабатывает гемодиализный центр. А что мы делаем в профилактике? Назначая на нанобальзам, мы восстанавливаем утраченную функцию почек, и при этом начинается работа, фильтрационная работа, и почка что делает? Начинает свою работу. Вот вам гемодиализ. Только нанобальзам не рекомендуем трансплантационным органам. Не рекомендую я даже тем, у кого кардиостимулятор сердца. Потому что энергетика идет. Понимаете? Вот кардиостимулятор, при кардиостимуляторе даже возле сердца нельзя находиться сотовым телефоном. Его можно отключить. Понимаете? Вот с этих позиций надо утрачивать, чтобы знать, что... Но